Приветствуем вас, друзья! Это Гагауз Медиа и проект «Единомышленники». В этом выпуске мы разберем политический провал депутатов НСГ в поиске эффективных путей выхода из кризиса в автономии, оценим последствия принятых и непринятых решений и попробуем понять, есть ли сегодня реальные механизмы для восстановления диалога и доверия. Почему закон трактуется по-разному? Кто несет ответственность за углубление кризиса? Какова цена бойкота депутатов НСГ и, главное, есть ли у автономии будущее, основанное на компромиссе, а не на конфронтации? Когда политика перестает решать проблемы, их приходится решать обществу. Готовы ли мы к этому? Об этом в сегодняшней дискуссии. Друзья, позвольте только напомнить вам, что мы нуждаемся в вашей поддержке, и она может быть для вас очень простой, в 2 клика мыши, но очень важной для нас. Подпишитесь на наш канал и ставьте лайки нашим видео. Гагаузия нуждается в активной гражданской позиции ее жителей. Наши дискуссии помогут разобраться, что происходит, почему и как к этому относиться. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в нашей студии доктор права Игорь Янак. Игорь Янак, доктор права, преподаватель КГУ. С 2007 года по настоящее время работает преподавателем кафедры публичного права Камрадского государственного университета. В 2013 и 2014 годах исполнял обязанности заведующего кафедрой частного права КГУ. В период с 2017 по 2019 год занимал должность исполняющего обязанности декана юридического факультета КГУ. С 2024 года является председателем общественной организации «Выбор и альтернатива для Гагаузии». Образование. Квалификации лицензиата и магистра права получил в Камрадском государственном университете. В 2013 году завершил обучение в докторантуре Института истории, государства и права Академии наук Молдовы и получил ученую степень доктор права. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Как никогда такая ситуация в Гагаузии, что кроме как с юристами говорить об этом практически не с кем, потому что политиков позиция понятна, настолько понятна, что нужна какая-то, как сказать, аргументация от юристов. А что за этим стоит? То есть понятно, что делают, но непонятно, к чему это может привести. Поэтому для нас это важно. Спасибо, что вы сегодня приняли наше приглашение, пришли к нам в студию. Мы все в Гагаузии, да, наверное, не только в Гагаузии, но и в стране наблюдали за тем, как разворачивались события 2 июня, когда должно было состояться заседание Народного собрания Гагаузии, где депутаты должны были рассмотреть то самое постановление, над которым уже долгое время работали как представители законодательного органа автономии, так и представители парламента Республики Молдова и представители Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. Но заседание не состоялось, кворума не было. Но мы видели, как перед этим событием очень много говорили о том, что в этом постановлении есть моменты, которые ущемляют полномочия нашей автономии. Вы, как юрист, как человек, который хорошо знает законы, наверняка с этим постановлением познакомились. Видите ли вы там какие-то положения, которые бы действительно ущемляли какие-то полномочия автономии? Ну, для начала хочу отметить, что депутаты Народного собрания Гагаузии могут по уважительной причине отсутствовать на заседаниях Народного собрания, но бойкотировать заседание Народного собрания они не имеют права, так как все вопросы решаются, как правило, путем голосования либо за, либо против, либо воздержался. И вот что касается вот этого затяжного политического кризиса, к сожалению, данное явление привело к тому, что мы имеем дело сейчас с институциональной и правовой пассивностью. И вот что касается институциональной и правовой пассивности Гагаузии, вот это явление является тихой убийцей автономии. Поэтому, интересно. Да, вот что касается правовых положений, которые были закреплены в этом проекте постановления, эти правовые положения были связаны с устранением тех противоречий, которые обсуждались с 2022 года. Угу. Это что касается легитимности Центрального избирательного органа Гагаузии. Ну и, конечно же, что касается некоторых правил, связанных с организацией демократических выборов на территории АТО Гагаузии.
Что касается этого постановления, это постановление носило временный характер для того, чтобы разрешить кризисную ситуацию. После того, как мы сформируем новый состав Народного собрания Гагаузии, на самом деле новый состав, профессиональный состав, вот тогда можно будет вернуться опять к вопросам, связанным с гармонизацией национального и регионального законодательства. Поэтому вот это постановление является своеобразным договором между Камратом и Кишиневым. Временным таким. Да, временным договором для того, чтобы выйти из политического кризиса. Тупика этого, да. Но учитывая тот факт, что в Гагаузии имеет место правовое бездействие ответственных должностных лиц, А как это выражается, в чем? выражается в том, что у депутатов есть конкретные полномочия, где они должны проявлять соответствующую активность, когда речь идет о прерогативах, речь идет о полномочиях, которые должны быть реализованы. Не могут быть реализованы, а должны быть реализованы. Иногда люди путают, да, принцип долженствования с принципом «бывает» или «может быть». Вот мы, как правило, руководствуемся тем, что «бывает», «может быть», а право рассматривается всегда, право рассматривается через призму долженствования, так, как должно быть. То есть вы имеете в виду, что депутаты должны были Вот депутаты должны были, да, участвовать в заседании Народного собрания Гагаузии, и вот там же имели право проголосовать за или против, высказать свою позицию. В этом плане независимость взглядов гарантируется всем. Хорошее объяснение должны были быть, и в связи с тем, что мы тоже назвали это заседание бойкотированием некоторыми депутатами, Так и есть. вы тоже так назвали. Да. А как юрист, как вы можете подкрепить возможность называть это именно так, бойкот? Дело в том, что данное заседание Народного собрания Гагаузии было специальным и было связано с разрешением вот этой кризисной ситуации. Все депутаты знали дату, время, были ознакомлены с проектом постановления, тем более некоторые депутаты обсуждали этот проект постановления с представителями Кишинева, да, были в рабочей группе. И, естественно, должны были высказать свою позицию на этом специальном заседании. И они все прекрасно знают, что с 28 мая 2026 года должность Башкана также является вакантной. Также действует специальный срок для организации выборов Башкана Гагаузии. И вот депутаты Народного собрания Гагаузии на сегодняшний день не просто бойкотируют заседание Народного собрания Гагаузии, а создают, так скажем, правовой кризис. Вот этот политический кризис уже перешел в правовой кризис. И если депутаты Народного собрания Гагаузии не смогут разрешить эту кризисную ситуацию, не исключено, что Кишинев в лице Центральной избирательной комиссии возьмет на себя ответственность и обеспечит реализацию конституционных прав граждан, право избирать и быть избранным. Можно уточнить вот один момент? Вы говорите о том, что если до 28 мая в Гагаузии речь шла только о том, что есть тупик с выборами депутатов Народного собрания Гагаузии, то есть после 28 мая мы уже можем говорить о том, что есть необходимость думать о том, как будут проведены и выборы Башкана Гагаузии, то есть уже вторая избирательная кампания или совместно, если такое будет принято решение. Да, принимая во внимание, что с 28 мая должность Башкана Гагаузии является также вакантной, не исключено, что Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, если возьмет на себя ответственность в плане разрешения вот этой кризисной ситуации, могут быть организованы одновременно выборы Народного собрания Гагаузии и выборы Башкана Гагаузии. Потому что согласно уложению Гагаузии выборы должны быть организованы в трехмесячный срок с момента объявления То есть от 28 мая считаем 3 месяца. Да, То есть начало сентября. Потому что данная вакансия образовалась по праву, вследствие приговора, принятия который решения. является обязательным для исполнения. Тогда у меня вот такой еще вопрос. Если, по вашей логике юридической, должны были бы быть на заседании, имели право отсутствовать только в случае какого-то оправдательной причины, скажем, да? Депутаты не пришли, мы и общество, и вы юридически называете это бойкотом. И, может быть, депутаты как раз того и добиваются, чтобы не присутствовать и усугубить этот тупик, потому что они не были заинтересованы, получается, в решении этого конфликта. Иначе, посмотрите, они не просто не присутствовали на заседании Народного собрания Гагаузии. Как раньше бывало, кто-то не приходил, а потом давал какие-то комментарии.
они и не пришли, и ничего не комментируют. То есть просто громко кричащие до сих пор представители партии социалистов и несколько других депутатов вообще проигнорировали это заседание. Как такое возможно? И у меня вопрос к вам как юристу. А что может требовать житель, который, допустим, от вас сегодня услышал, что они должны были быть на этом заседании? Как житель Гагаузии, их избиратель, может требовать наказать этих депутатов, скажем, за усугубление конфликта и вот этого кризиса в автономии? Я хочу отметить, что в данном случае может быть и юридическая ответственность, не только политическая ответственность. И вот что касается политической ответственности, как правило, у нас ответственные должностные лица несут политическую ответственность, то есть люди, как правило, дают оценку их действиям или бездействиям на следующих выборах и, естественно, не голосуют за них. В данном случае народ, да, на очередных выборах, скорее всего, даст соответствующую оценку. Но люди путем проявления гражданской активности, путем собраний, митингов, могут обязать депутатов, чтобы они разрешили этот кризис, чтобы они приняли благоприятный акт для жителей Гагаузии. И что для Здесь этого речь... Для этого, я думаю, что гражданское общество в Гагаузии уже созрело. Вы думаете, созрело? А что является основанием для вас так думать? Ну, не видно, во всяком случае, чтобы общество возмущалось вот так вот как-то? Принимая во внимание, что были созданы соответствующие платформы на территории этого Гагаузии. До сих пор, если где-то разрозненно, да, каждая организация действовала, то сейчас они объединяются и обсуждают эти вопросы. И не просто обсуждают, но и выступают с определенными предложениями. Поэтому я считаю, что гражданское общество в Гагаузии уже созрело. О каких платформах вы говорите? Речь идет о гражданской платформе. В вашем случае это движение единомышленников тоже. Про Гагаузию. Да, про Гагаузию. И считаю, что вот, учитывая тот факт, что имеет место объединение представителей гражданского общества, есть необходимость объединить людей тоже по конкретному вопросу. И вот если люди на сегодняшний день потребуют от тех же самых депутатов принятия конкретного решения по данному кризисному вопросу, то я думаю, что данная кризисная ситуация может быть разрешена. То есть нужна активность гражданского общества, жителей? В каждом случае, правосубъектность Гагаузии. Дело в том, что носителем статуса Гагаузии является народ. Народное собрание и не исполком. Вот в каждом случае правосубъектность Гагаузии защищается и должна защищаться ежедневно, каждодневно. В каждом случае. И по социальным вопросам, и по экономическим, и политическим вопросам. И вот жители АТО Гагаузии имеют возможность сохранить правосубъектность Гагаузии. Но только в случае, когда они проявят определенную активность. Когда и они проявят определенную активность, это можно сделать в такой форме, как собрание, митинги. И в таком случае, я думаю, что если перед Народным собранием Гагаузии соберутся 1000 жителей Гагаузии, депутаты Народного собрания Гагаузии услышат. Может, у кого-то есть проблемы со слухом, но я думаю, что они услышат, да, то, что люди хотят все-таки разрешить вот эту кризисную ситуацию. И эта кризисная ситуация может быть разрешена на сегодняшний день руками депутатов Народного собрания Гагаузии. Назначение выборов – это прерогатива Народного собрания Гагаузии. Скажите, вы же живете в нашем обществе. Скажите, вот вы допускаете, что это возможно в Гагаузии, чтобы 1000 более человек собрались у Народного собрания Гагаузии и потребовали бы от депутатов неукоснительного выполнения своих обязанностей? Ходить на заседание и принимать решения, нужные для автономии? Я думаю, что если многие граждане, которые проживают на территории этого Гагаузии, будут осознавать, что в условиях политического кризиса, в условиях институциональной и правовой пассивности Гагаузии мы можем потерять соответствующие инструменты управления и соответствующие инструменты принятия решений. Очень многие люди согласятся прийти на площадь в один день хотя бы и задать простой вопрос. Вот Гагаузия создавалась, и в 1994 году люди выходили и говорили, что нам Гагаузия нужна для того, чтобы сохранить национальную самоидентичность, культурные вопросы, социальные, экономические вопросы. Вот в 1994 году то, что было в Гагаузии, на сегодняшний день мы хотя бы
что-то сохранили. Реализовали из того, что вы там Хотя бы написали. что-то сохранили. Не в обиду будет сказано, но у нас и людей практически не остается, да? Но вы называли эту цифру. 2014 года по 2024 год был, так скажем, проведен Национальным бюро статистики перепись. И вот получается с 2014 года по 2024 год 10 лет. минус 50 тысяч жителей от Гагаузии. Было 140 тысяч, на сегодняшний день 90 тысяч. Скажите, вот вы упомянули 94 год, закон об особом правовом статусе Гагаузии. Это документ, который был принят как компромисс между Кишиневым и Камратом для того, чтобы разрешить ту сложную ситуацию, которая возникла в те годы во взаимоотношениях региона и центра. Но сегодня очень часто об этом законе говорят, показывают нам книжечку, в которой напечатан этот закон об особом правовом статусе Гагаузии, говорят о том, что это был документ, который говорил, что при помощи диалога была возможность разрешить ту ситуацию. Почему сегодня те же люди не смотрят на решение ситуации с выборами языком диалога и языком компромисса? Почему, на ваш взгляд? Возможно, кто-то формирует соответствующую повестку, да? Возможно, кто-то формирует соответствующее мнение извне Гагаузии. Но я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день Конституция, высший закон государства, является общественным договором. Закон об особом правовом статусе Гагаузии также является договором между Камратом и Кишиневым. Вот в 1994 году договорились. Парламент Республики Молдова своим постановлением в 1995 году назначил выборы Народного собрания Гагаузии. Когда еще не было у нас Народного собрания. Был закон о статусе Гагаузии, но тем не менее, да, парламент Республики Молдова своим постановлением назначил выборы Народного собрания Гагаузии. Первые выборы. Да, первые выборы. Этим же постановлением включили соответствующие населенные пункты в состав АТО Гагаузии, определили столицу за счет референдума. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что отсутствуют какие-либо причины игнорирования или невнимания к этому документу как договору. Это договор, это не инструмент для разбора. Но очень часто депутаты, как правильно подметила Елена Федоровна, говорят о том, что вот здесь все записано, и мы хотим, нельзя чтобы... отходить ни на йоту. Смотрите, мы понимаем, что это есть какие-то политические заявления, потому что идет реализация какого-то сценария. Это очевидно, потому что не может 13 депутатов прийти на заседание Народного собрания Гагаузии, а все остальные, 20 депутатов 20 депутатов проигнорировали. И никто из них не считает обязанным ответить за то, где этот человек был. А мы тут задавались вопросом, как член президиума, который получает ежедневно заработную плату за то, что он же ходит на работу, да, как депутат Народного собрания Гагаузии, как и члены президиума не пришли на заседание Народного собрания Гагаузии. И мы тут приводили примеры. Любой работник государственного учреждения не может не прийти на работу, с него потребуют либо объяснение за этот прогул, либо его уволят, если нет никаких объяснений. Депутаты в самом привилегированном положении. Мне кажется, что это, помимо того, что это мы называем тут бойкотом, это еще такое открытое игнорирование ответственности перед избирателями. Злоупотребление мандатом. Злоупотребление мандатом, совершенно верно. И вот вы говорите юридически, а как их наказать? А наказаний никаких не предусмотрено законом для таких случаев. Это первое. Во-вторых, именно такое действие заводит еще дальше этот кризис. И вы его называете не просто политическим кризисом, а вы его назвали правовым. Да, правовой кризис. И у меня вопрос в связи с тем, что вы уже до этого говорили, что, может быть, тогда ЦИК Молдовы возьмет на себя эту ответственность, так и проведет эти выборы. Как вы думаете, мы близки к этой точке? Дело в том, что эти сценарии, они обсуждались в том числе и на соответствующих площадках. Рабочей группе? В Кишиневе, да. Ага. И в рабочей группе, и при проведении круглых столов. В том числе нашей организации был проведен круглый стол, и там заместитель председателя ЦИКа Молдовы, господин Павел Пастика, конкретно разъяснил и пояснил 3 сценария. Первый сценарий – это Народное собрание Гагаузии создает легитимный центральный избирательный орган Гагаузии и принимает временное постановление для урегулирования этого кризиса. Второй сценарий
Центральная избирательная комиссия Республики Молдова, если Народное собрание Гагаузии не берет на себя такую ответственность, Центральная избирательная комиссия Республики Молдова берет на себя ответственность и обеспечивает избирательные права граждан, которые проживают на территории этого Гагаузии. Жители Гагаузии являются гражданами Республики Молдова. Право избирать и быть избранным – это конституционное право. И третий сценарий также обсуждался. Он подчеркнул, что это крайне нежелательный сценарий. Это когда уже парламент, как законодательный и высший представительный орган народа Республики Молдова, возьмет на себя ответственность для урегулирования этого правового кризиса. Вот 2 июня, после того, как заседание было сорвано, во время этого заседания было сказано о том, что заседание не закрывается, а оно как бы уходит на перерыв для того, чтобы продолжить работу этого заседания в другой день. Но мы видим уже, что Народное собрание Гагаузии запланировало на 10 июня очередное свое заседание, но на нем они готовятся рассмотреть только вопросы, касающиеся каких-то других аспектов жизнедеятельности автономии, но не затрагивают вопрос, касающийся принятия этого постановления, и не затрагивают вопрос об отставке Орманш, которая прозвучала после заседания 2 июня. На ваш взгляд, что это значит? Это означает, что депутаты Народного собрания Гагаузии, не все, основная часть специально растягивает срок полномочий. И не исключено, что кто-то кому-то обещал там какие-то сценарии. Но я хочу отметить, что для выхода из любого институционального кризиса есть определенные сроки для разрешения соответствующих вопросов. Если должность президента становится вакантной, дается 2 месяца для новых выборов. Если парламент истек срок полномочий, дается 3 месяца для того, чтобы организовать новые выборы. Не 5, не 6, не год, не 2. Есть конкретные конституционные сроки. В уложении Гагаузии также закреплены соответствующие сроки для организации новых выборов. Незаконное продление соответствующих полномочий может быть квалифицировано как узурпация публичной власти и является преступлением, предусмотренным Уголовным Кто за кодексом. это должен наказать? Тех, которые узурпировали власть. Что касается юридической ответственности, что касается уголовной ответственности, для этого есть прокуратура, для этого есть суд. Но Теперь смотрите, если закон нарушает человек, который, я не знаю, сейчас возьмем любую, но нарушил закон человек, который не в том месте переходил дорогу, да, пешеход, его надобно наказать. Водитель, который проехал на красный свет, сразу получает штраф. А депутаты, которые нарушили, и вы тут говорите как юрист, что есть неоднократное нарушение всех законов, они безнаказанными остаются. Вот что дает им право делать, что хотят, приходить, не приходить, принимать решения, какие они хотят, договариваться там с кем-то о каких-то сценариях. Наверное, это выгодно. Выгоднее, чем просто приходить на одно заседание, выгоднее, чем пойти к своим избирателям и достойно отвечать за свои ошибки и признавать эти ошибки, и говорить о своих правильных делах, которые они сделали. То есть, вы понимаете, безнаказанны сегодня в этом государстве депутаты. Рядового человека всегда можно наказать, депутатов нет. Может быть, в регламенте должны быть какие-то другие изменения, которые позволят пресекать такие действия? И поэтому, мне кажется, вам как юристам, мне кажется, вот именно это, я понимаю, что так как в законе нет законодательных каких-то норм для того, чтобы, механизмов, наверное, не норм, а механизма, для того, чтобы привлечь к ответственности, депутаты себя так и ведут. Но тут мы имеем дело с кризисом. И вот если они не заинтересованы в выходе из этого кризиса, если они затягивают, а вы говорите об этом элементе, не только вы, затягивают, то тогда получается, что это и есть узурпация власти. Кто в данной конкретной ситуации должен сказать? Либо это, как вы предположили, может общественность надавить на депутатов, и так происходит демократическое государство, когда общественность говорит: нет, подождите, мы вам не для этого доверяли мандат депутата, все, хватит, написано 4 года, вы не смогли, так уходите. И если не можете, так и не можете, может быть, на самом деле ЦИК Молдовы организует. И вы приводите пример 1994 года, когда только принялся закон, уже была такая практика, когда ЦИК Молдовы это организовал. Если это даже так произойдет, я почему спросила, дошли ли мы до этой точки, даже если это так произойдет, давайте вот здесь втроем спроецируем это
Как на это отреагирует наша гагаузская общественность? Ведь в первую очередь жители автономии, как мне кажется, очень легко получат поддержку тех депутатов, которые сегодня нарушают закон и удлиняют себе полномочия, очень легко получат поддержку этих жителей, потому что жителям покажется, что не имеет права Кишинев проводить наши выборы. Давайте определимся так. На сегодняшний день, я думаю, что жители Гагаузии устали от этих политических лозунгов, устали от этих политических заявлений. Люди ждут на самом деле разрешения не только политических вопросов, но и многих социально-экономических вопросов и так далее. Я больше чем уверен. Что касается разрешения этой кризисной ситуации, я думаю, что многие граждане должны осознавать и понимать, что политика – это тоже профессия. Вот если врач не будет оперировать, скажет, что я не хочу оперировать, допустим, да, или полицейский скажет, я не буду обеспечивать общественную безопасность в массовых мероприятиях, допустим. Это, естественно, будет рассматриваться и с юридической точки зрения как негативное явление, и с социальной точки зрения как негативное явление. И получат наказание. Да, и, соответственно, могут быть вопросы на предмет соответствия, да, должности и так далее. В нашем случае, я думаю, что жителям Гагаузии должны пояснить и объяснить все. Кто? Представители СМИ, представители науки, представители гражданского общества, что политика – это профессия, это не сиюминутная слабость. И депутат ходит на работу точно так же, как ходит на работу педагог, да? Точно так же выполняет свои обязанности полицейский, врач и так далее. Это такая же профессия. И самое главное, что у депутата чуть больше ответственности, поэтому и у депутатов есть определенные привилегии. Если на сегодняшний день депутаты Народного собрания Гагаузии будут понимать, что на самом деле политика – это ответственность перед жителями Гагаузии, это ответственность перед сохранением того же самого статуса от того Гагаузии, правосубъектности Гагаузии, вот тогда будет у нас меньше вопросов. Игорь, извините, вот, просто вопрос. Смотрите, вот если преподаватель не пришел на занятия в школе, Трудовой кодекс очень четко прописывает, и вы лучше нас знаете, да, это как да, юрист. Да, отсутствие на рабочем месте, прогул и до свидания, если у тебя нет объяснений, правильно? Депутат не пришел на заседание Народного собрания Гагаузии, архиважное для жизни гагаузской автономии. Какая статья закона указывает на то, что этого депутата можно также наказать, как учителя, который не пришел в школу? Что касается трудовой кодекс там не действует, действует регламент Народного собрания. Есть в регламенте такой пункт? Ну, определимся так. Не все знают, не все знают, но есть такая практика во всех государствах. Законы для бедных, для богатых, законы для привилегированных, для простых. Для богатых регламент, да? Но давайте определимся так. Если речь идет о нарушениях, не забываем, что в этом мире ничего вечного не бывает. И вот что касается пресечения этих нарушений, я думаю, что соответствующая правовая оценка, официальная оценка, так скажем, от имени правоохранительных органов будет дана. Мы не верили, что будет дана оценка тем же самым действиям электоральной коррупции. Да. У жителей Гагаузии, у представителей гражданского общества очень мало терпения в плане, так скажем, знаете, вы меня извините, пожалуйста, но как юрист, то есть в случае с педагогом и с любым другим сотрудником Трудовой кодекс четко прописывает, и тут же сейчас же можно применить это наказание и решить проблему, чтобы не создавать хаоса в проведении учебных занятий. Я приводила пример с педагогом, поэтому об этом говорю. А в случае с депутатами, как вы правильно подмечаете, мы стали свидетелями, как граждане Молдовы, что да, и Плохотнюк 6 лет спустя у нас вернулся, и сейчас мы знаем, где он находится, и электоральная коррупция, которая в Гагаузии в 2023 году бушевала, прямо скажем, и некоторые лидеры того самого Шора, сейчас их здесь нет, перечислим их на всякий случай, и Петров, и Суходольский, и Марина Таубер, и много других людей, и мэр Тараклии, и мэр Аргеева, и много-много-много еще других. Да? То есть эти люди все ушли, но по-прежнему безнаказанно сегодня и сейчас остаются депутаты, которые игнорируют то, что нужно сделать во имя продвижения вот этого процесса развития отношений с Молдовой. Эту мысль, Александра Федоровна, вначале продолжить перед вашим ответом, но мне кажется, что понимание, что они делают шаги, которые недозволительны с точки зрения закона,
у определенных депутатов есть. Ну вот вы, наверное, помните то видео, в котором Орман же говорил о том, почему он уходит с поста исполняющего обязанности председателя Народного собрания Гагаузии. Он говорит о том, что именно об узурпации власти. Он говорит о том, что он понимает, что уже на протяжении более чем 5 месяцев действия Народного собрания Гагаузии препятствуют жителям автономии использовать свое право избирать и быть избранными. Такое понимание он говорит, что у него есть, по его словам, выходит. Я могу озвучить и статью Уголовного кодекса, но суть вопроса в чем? Это не работает быстро. Если речь идет об ответственности, на сегодняшний день в Кодексе о правонарушениях и в Уголовном кодексе Республики Молдова существует чуть более 1600 конструкций правонарушений и преступлений. Что касается статей, поверьте мне, что может быть дана оценка даже заявлением, не то что действием либо бездействием. Так у уже государства пора, может быть, дают возможность на исправление, все может быть. У государства есть и институциональные возможности, есть и правовые возможности для того, чтобы привлечь к ответственности любого лица. У нас в Республике Молдова есть такая практика, когда привлекают к ответственности и министров, и депутатов парламента, и мы знаем перечень этих лиц, которые... Говорить, что есть. То есть такая практика есть. Если мы, будучи студентами в 2003 году, знали о том, что должностные преступления – это мертвые статьи, то сейчас свободно могут привлечь к ответственности любого ответственного должностного лица. Это не новость для Республики Молдова. Другое дело, что касается юридической ответственности, государство имеет такую возможность, и не исключено, что будут соответствующие правовые последствия по этому политическому и правовому кризису. Дорога-то ложка к обеду. Я еще раз повторюсь, у жителей Гагаузии и, как правило, у гражданского общества очень мало терпения, в плане принятия правильных, объективных и справедливых решений. Но, тем не менее, такие решения будут. Поверьте мне, что они будут. И вот, что касается работы тех же самых депутатов Народного собрания Гагаузии, не только представители Кишинева имеют право контролировать и давать оценку. Юридическую оценку, политическую оценку и так далее. Сами жители Гагаузии в первую очередь должны дать оценку действиям, бездействиям. Но жители Гагаузии ввели в заблуждение той риторикой, которую проговаривала на протяжении 3 лет эта власть, как минимум, но уже 3. Ну и сейчас говорят о беспрецедентном давлении, и жители верят, говорят, что да, есть давление на автономию, поэтому не принимается это постановление. Я тоже житель Гагаузии, тоже общаюсь с жителями Гагаузии, и, если честно, есть трезвомыслящие люди, которые это очень приятно слышать, поверьте. Есть очень трезвомыслящие люди, которые считают, что ситуацию надо поменять, и надо поменять радикальным образом. И я думаю, что на сегодняшний день вот эти вопросы, а сможем ли мы найти 35 депутатов новых в состав Народного собрания Гагаузии, а сможем ли мы найти в Гагаузии, так скажем, добросовестных членов избирательных органов, сможем. Я не сомневаюсь, сможем. В Гагаузии есть 100 тысяч жителей, и сможем найти и кандидатов, и представителей избирательных органов. Поверьте мне, что в Гагаузии есть жизнь, и жители Гагаузии хотят жить. Я поддержу ваш оптимизм одной мыслью, потому что если посмотреть сейчас, вот просто давайте представим себе такую ретроспективу, 23-й год, когда в таком приподнятом состоянии духа находились Илья Узун и все вот эти лица, которые я только что перечислила, включая саму Евгению Гуцул, то сейчас к этому году, и было много этих персон, много было этих лиц. Это и Константинов, и Суходольский, и Боля сюда приезжал, и много-много, и Марина Таубер здесь бывала, и потом Фортуна сюда приезжала. То сейчас на арене политической борьбы в Гагаузии осталось 2 человека. Из того, назовем его клан Шора или группа Шора, я не знаю как, то это Михаил Влах и Илья Узун. Кто другие? Других лиц нет. Члены исполнительного комитета, почему говорю, разделю ваш оптимизм, члены исполнительного комитета, которые сегодня еще находятся при должностях, это удивительно, и я убеждена, что в истории об этом еще будет написано, что эти люди, ни один из них не набрался смелости подать заявление по собственному желанию и защитить свою человеческую честь и достоинство. И вот таким образом они травмируют жизнь гагаузской автономии. А эти люди, когда проводят какие-то мероприятия, они не выходят на первый план.
Они на фотографиях, на видео. Мы с Ленфёдной анализировали, кстати, несколько таких мероприятий из разных управлений. Этих людей на первом плане нет. Кое-кто вообще ушел там куда-то в отпуск за свой счет, какие-то длинные отпуска, больничные, не знаю что. То есть мы прекрасно понимаем, и вы тут правы, да, что идет какое-то такое оздоровление в гагаузском сообществе, когда люди понимают, что но так не может быть бесконечно. Но невозможно натягивать вот эту струну напряжения в гагаузской автономии настолько, чтобы довести Гагаузию до крайне нежелательного сценария. Гагаузская автономия должна сохраниться как автономия, и у гагаузской автономии должно быть совестливое, честное и справедливое управление. Ну, мы видим, что на сегодняшний день остались в Гагаузии жители. Да? Председателя нет у нас даже исполняющего обязанности председателя. То есть Народное собрание полностью дееспособное. Все бегут. Полностью дееспособное. Ну, к этому привели игры, да. которые Что касается велись очень главы долго. Гагаузии, есть уже окончательный приговор, который подлежит исполнению. Это не повод для радости. Сразу Безусловно. скажу, что касается приговоров. За всю историю Гагаузии, если честно, вот такая практика, я думаю, что впервые. И дай Бог, И чтобы это в дальнейшем печально, что 30 лет спустя совершенно мы к такой правильно. Дай Бог, практике чтобы подошли. такая практика не повторялась. Как юрист могу сказать, что не обязательно ходить по судам, не обязательно ходить по прокуратурам. Намного дешевле, намного лучше договариваться. Тем же самым депутатам Народного собрания Гагаузии намного дешевле и намного легче обойдется, если они договорятся. Они, в принципе, уже и договорились, есть проект постановления. Примут справедливое решение для организации демократических выборов и не будут ходить по судам. Потому что, я еще раз повторюсь, мы с одной стороны говорим, когда будет ответственность. Но нет Вот желания. есть конкретные примеры ответственности первых лиц Гагаузии, и это не радость для Гагаузии. Это не радость для Гагаузии. И самое главное, что вот когда полностью у нас сейчас Народное собрание Гагаузии, когда полностью вот эта система регионального управления блокируется, остаются неразрешенными многие вопросы. Вот в тот день они не пришли, люди остались без зарплаты. Вы про Ферапонтьев? Да, про Ферапонтьевку. А вот сейчас, они когда не ходят на работу, они когда соберутся, блокируют работу, блокируются многие социально-экономические процессы. Вы правы, и Лена Федоровна чуточку выше сказала, смотрите, ведь 10 числа они планируют заседание, и там как раз будет этот вопрос Ферапонтьевки. То есть это наводит меня на мысль, что депутаты Народного собрания Гагаузии не хотят навлекать на себя гнев людей. И поэтому они вопросы, которые касаются напрямую людей, они хотят их решить, они за них проголосуют, они еще скажут, мы не имеем права оставлять людей без зарплаты. И люди скажут, вот, хорошие депутаты, слава Богу, что они пришли, слава Богу, что провели. А то, что они не избрали, не так важно. не назначили дату выборов, это не так важно. То есть возникает какой вопрос? Люди, жители Гагаузской автономии, соглашусь с вами, что устали от того, что у нас бесконечный вот этот хаос. Люди не получили края мечты, обещанного той власти, которая приходила в Гагаузскую автономию. Люди увидели 2 уголовных дела, которые есть с вердиктами судов. И теперь, если у людей отнимают вот это ощущение того, что выборы – это не самое главное, главное, что Кишинев отнимает наши полномочия, могут ли люди поверить и кому? Депутатам, либо Кишиневу, который предлагает и готов был к компромиссу, и несколько депутатов Народного собрания Гагаузии положили таки документ, который вместе разработали. То есть получается, что пока не было этого документа, депутаты Народного собрания Гагаузии обвиняли Кишинев, что нас не хотят слышать. Теперь депутаты с одной и с другой стороны встретились, услышали друг друга, приняли какой-то документ, но другая часть депутатов теперь не признает своих депутатов, коллег, которые к этому соглашению пришли. То есть не кажется ли вам, что гагаузские депутаты занялись уже как тараканы в банке поиском, кого здесь пожирать надо? Вопрос в чем? Вот как раз-то и вот этот политический кризис приведет к тому, что вот эта легитимность, да, которая была, она утратит свою силу. Их легитимность. Да, легитимность Народного собрания. То, что депутаты не признают друг друга, это одна проблема. Но может получиться так, что люди не будут признавать этих депутатов. Может получиться, уже получается, что
представители Кишинева не признают этих депутатов или не признают Народное собрание. Что касается международного сообщества, тоже давно не есть признают. вопросы в части Но при всем при этом признания недавно приехали представители ЕС встречаться с в депутатами контексте Народного собрания. защиты прав национальных меньшинств. А Да, почему в так контексте мало было не защиты. представителей, на ваш взгляд, депутатов, которые могли бы высказать все те претензии, которые Это еще есть, много, собрались да, и набрались? Там 4 депутата сидели за столом. Вот вся проблема в том, что Камрад главный не вопрос. имеет желания участвовать в диалоге. В диалоге с представителями Кишинева, в диалоге с представителями международных структур, с представителями Анкары, с представителями Брюсселя, с представителями других, так скажем, государств. Вот Но, с одной стороны, пишут письма им. да, решаются местечковые вопросы, какие-то местечковые амбиции, а вот за пределами вот этих местечковых амбиций обсуждаются серьезные вопросы по наведению конституционного порядка на всей территории Республики Молдова. И получится так, что с одной стороны мы говорим о том, что Кишинев вмешивается, Кишинев ворует какие-то полномочия, а с другой стороны, если депутаты не хотят выполнять свои обязанности, свои прерогативы, если имеет место бездействие, имеет место правовая пассивность, право, как и политика, они не терпят бездействия, они не терпят пассивности. Если не будет заниматься правотворчеством Камрад, будет заниматься правотворчеством Кишинев. Это справедливо? Если... Давайте определимся так. Согласно статье 1 Конституции, Республика Молдова – это единое, неделимое государство. Действует принцип единого правового регулирования. Статья 10. Принцип единства народа. Что касается автономии, автономия также является составной и неотъемлемой частью Республики Молдова. Все это признаем. Да. Не может быть так, что в Кишиневе суббота, в Гагаузе четверг. Да, в любом случае действует принцип единого правового регулирования. Поэтому у нас была такая практика, когда парламент издал специальное постановление в части организации выборов на территории АТУ Гагаузии. И тогда первый созыв, я думаю, что особо не возмущался. Ну, потому что это было Благодаря только первому начало. созыву было принято уложение Гагаузии, была построена правовая конструкция в Гагаузии. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день, если представители власти, официальной власти, возьмут на себя такую ответственность, связанную с правотворчеством, с правовым регулированием, то в этом плане возмущений не должно быть. Вы Ясно. знаете, если мы говорим о гражданском обществе, мне кажется, что немножечко гражданское наше общество в регионе должно посмотреть на эту проблему другими глазами. То, что у нас кризис выборов в Народное собрание Гагаузии, это одно. Но если Народное собрание не реагирует на все те изменения и реформы, которые проводятся и проходят в стране, то регион отстает по всем показателям. И таких примеров уже просто море. Набралось много. Да, идет административно-территориальная реформа в стране. Гагаузия на это никак не реагирует. Депутаты парламента Народного собрания Гагаузии не выдвигают своих предложений и вовлечены никак. Вообще та проблема, которая существует сегодня, она берет начало с 2022 года, декабрь, когда был принят новый кодекс о выборах. Депутаты Тоже опять не молчок. среагировали, они смолчали, они не внесли каких-то изменений. Мы видим, что все те направления жизнедеятельности страны, в которых участвует Молдова, Гагаузия остается где-то на обочине, потому что она сама не включается. И нелегитимный состав депутатов Народного собрания Гагаузии не позволяет принимать какие-то решения, которые включали бы Гагаузию в повестку дня страны. Нам осталось только с этой студии сказать, ну, уходите уже, уважаемые депутаты Народного собрания Гагаузии, но это должны сказать все избиратели, которые избирали этих депутатов. Ну, а мы, друзья, перейдем к рубрике «Люди говорят, что». В нашей студии сегодня Игорь Янак, и говорим мы о той ситуации, которую проживает, переживает гагаузская автономия, и как из этого выйти, тоже здесь обсуждаем. Люди говорят, что... Люди говорят, что бойкот депутатами заседания 2 июня требует неотложной оценки общества. Я с этим вопросом согласен, с этой позицией также выступаю. Оценка должна быть дана. Люди говорят, что гагаузская автономия потеряла имидж у международных структур, и за эту деградацию нужно привлечь к ответу. Гагаузия теряет не только имидж, Гагаузия теряет правосубъектность, и на самом деле должны быть привлечены соответствующие лица к ответственности. Люди говорят, что нужен всенародный протест, чтобы
отправить депутатов 7-го созыва Народного собрания Гагаузии из кабинетов в отставку? Люди наделили соответствующим статусом депутатов, да. Естественно, люди имеют право не просто давать оценку, но и освободить их от занимаемой должности. Люди говорят, что такие как Константинов, Орманжи, Узун, Влах, Михаил и прочие дискредитировали гагаузскую автономию. Вы согласны? Есть такое мнение, да. На самом деле эти люди не понимают, что политика – это профессия. И, к сожалению, так получилось, что их решениям, их действиям дают оценку не только жители Гагаузии, но и соответствующие международные структуры. И это лицо Гагаузии, к большому сожалению. Люди говорят, что Гагаузия сама загнала себя в политический тупик. Из-за бездействия, из-за пассивности, да, мы имеем на сегодняшний день политический и правовой кризис. Люди говорят, что кризис в автономии – это прежде всего кризис политической элиты, а не отношений. Камрад Кишинев. Солидарен с этой позицией. Если политическая элита не будет каждодневно, ежедневно разрешать юридические проблемы, то, естественно, в Гагаузии всегда будут проблемные вопросы. Люди говорят, что жители устали от конфликтов и ждут политиков, способных договариваться. Да, на самом деле люди ждут не красивых лозунгов, а ждут конкретных решений, которые способствуют социально-экономическому развитию Гагаузии. Ну и давайте во второй части поговорим о том, вы чуточку выше заговорили про Анкару, и, естественно, хочется поговорить и про Турцию. Лично я воспринимаю вас не просто как юриста, которого мы приглашаем в студию для того, чтобы услышать всегда ваше выверенное юридическое мнение по той или иной проблеме, но вы для меня уже стали и политологом, и давайте поговорим, вот что стоит за такой, я бы сказала, не агрессией, но, может быть, элементами агрессии, не агрессии, а конфликтности. Это правильнее. Элементами конфликтности, которые зарождаются в заявлениях некоторых политиков тогда, когда они дают какую-то оценку действиям Турции. Чуть ли не Реджеп Тайип Эрдоган виноват в том, что не пригласили на вот этот форум дипломатов в Анталии кого-то из Гагаузии, пригласили только Майю Санду. Реджеп Тайип Эрдоган чуть ли не виноват в том, что нет русского языка обучения в колледже, который должен быть открыт. Но не говорят, почему не открывается этот колледж. А колледж не открывается, известно уже, да, потому что исполнительный комитет не сделал то, что обязан был сделать. Ввести в эксплуатацию это здание и передать его на баланс государства. Как вы думаете, почему такое заявление политиков несут такое напряжение даже для взаимоотношений с Турцией? Что они этим добиваются? И этих, простите, выступлений стало много в последнее время. Больше и больше. Да, мы слышали такие обвинения и из уст Михаила Фармузала, который говорил о том, что Турция нас бросила, и из уст так называемой платформы 111 и так далее. То есть в последнее время таких заявлений очень много. Это может быть определенная риторика, да, со стороны тех государств, которые пытаются руководить парадом Гагаузии. Угу. Это может быть, так скажем, добросовестное заблуждение этих лиц, что есть такое понятие, как высокий уровень общения. Президент другого государства, как правило, общается с президентом другого государства, либо с председателем парламента, либо с премьер-министром. Согласно консульским и дипломатическим сношениям, есть уровень общения. Президент при простом общении может общаться хоть с мэром, хоть с жителем Гагаузии. А вот что касается высокого уровня общения, для этого есть специальные правила, которые закреплены международным правом. Но почему эти заявления сейчас стали появляться? Ведь однозначно, что в жизни гагаузской автономии, это знает, мне кажется, каждый житель автономии, кто хочет это знать, да, что вклад Турецкой республики и тогда, во время становления гагаузской автономии, и потом, когда огромные, по-моему, 35 миллионов долларов было вложено Турцией для того, чтобы жители гагаузской автономии пили качественную воду. И это не единственный проект, это был только самый первый, да, связанный с Сулейманом Демирелем, тогдашним президентом Турции. Но за все эти годы мы видим, что каждый год здесь открывалось, как минимум, какое-то одно, наверное, заведение, которое построено либо реконструировано полностью на деньги Турецкой республики. И мы видим, как с 2023 года ничего. И даже колледж, который отстроился уже в 2022 году, он до сегодняшнего дня еще не набрал абитуриентов. И в этом вопросе
власти Гагузской автономии в лице Ильи Узуна, как минимум, так ему посчастливилось стать руководителем Гагузской автономии, обвиняет в этом Кишинев, не договаривая, что вы же Турецкую республику вовлекаете в какие-то очень нехорошие обсуждения. Или думает ли эта власть Гагаузии о том, а что о вас, о нас, о Гагаузии в лице таких руководителей подумает Турецкая республика, которая благонадежно, надо сказать, финансировала очень много проектов в нашей автономии. И дома престарелых, и детские дома творчества, и больницы, и многое-многое другое. Как вы думаете, почему это? И стадион огромнейший, да. Почему сейчас такое? Что они хотят этим добиться? То, что имеет место поиск внутренних и внешних врагов Куда еще? в политике Гагаузии, это понятно. А вот что касается таких обид, таких обид в отношении высоких должностных лиц, в частности, в адрес президента прозвучали такие обиды, то я думаю, что они обусловлены тем, что были определенные правовые последствия для первых лиц Гагаузии. И не исключено, что попытались с помощью определенных политических инструментов международного давления разрешить вопросы, которые являются компетенцией судебных инстанций. В силу этого не исключено, что поменялись вот эти настроения, но я думаю, что представители Анкары, представители Турции прекрасно понимают, что они, даже если имеют дело с людьми, жителями Гагаузии, они имеют дело с узкокорпоративными какими-то интересами. То есть они понимают ситуацию, из-за чего вытекают эти высказывания. Совершенно правильно. Они выстраивают отношения, исходя из позиции защиты интересов жителей Гагаузии. Дружбы с гагаузским народом, а не с управленцами. Тогда давайте посмотрим на то, чего добилась эта власть, власть с 2023 года, полная изоляция гагаузской автономии. Об этом уже говорим прямо с самого 23 года. Да? Многие эксперты, и наши, и вы, и кишиневские, говорят о том, что вот такой изоляцией живет гагаузская автономия. И уже 2,5 года спустя кажется, что жить в изоляции для них это стало нормой. Но это же невозможно. То есть нет совсем никаких друзей среди международных организаций. Мы не видим, чтобы сюда приходили послы. Они уже и не придут. Вы помните этот визит, когда Константинов ездил вместе с некоторыми депутатами? Они ездили в разные посольства, по-моему, да? И даже турецкое посольство тогда их не приняло. Хотя там обещали, но вроде потом мы не видели никаких таких приемов в турецком посольстве. Скажите, пожалуйста, давайте поговорим о вот этом большом круге обстоятельств. Какой вред это дало гагаузской автономии? Международные организации ждут, когда сменится здесь власть? Я думаю, что международные организации дают свою оценку, но должны дать оценку жителей Гагаузии. Это главное. За счет этой, мягко говоря, бездарной политики Гагаузия потеряла на сегодняшний день, учитывая прямой и косвенный ущерб, миллиарды лей. Но люди в это не верят. Это то, что отсутствует инвестиционный благоприятный климат, и люди не приходят к нам, не инвестируют. Это за счет бездарной бюджетно-налоговой политики, это за счет воровства, в том числе бюджетного воровства, и многих-многих других моментов. За это время Гагаузия в экономическом плане потеряла больше миллиарда лей. То, что да. Да. Что касается социальных процессов, мы теряем каждый день людей. И об этом говорит не просто статистика по селам, по городам периферийным. Но в этом чаще всего, извините, у нас винят Кишинев, но никак не находят вину местных властей. Так. У меня на улице может быть и беспорядок, допустим, в селе может быть и беспорядок, но то, что у меня дома беспорядок, в этом плане не примар виноват и не улица виновата. Ну да. Да. Вот в этом доме под названием Гагаузия мы сами имеем возможность навести соответствующий порядок. Нам поэтому и дали соответствующие полномочия. Не для того, чтобы выступать с громкими заявлениями, а для того, чтобы покрасить, побелить, подмести, навести соответствующий порядок в каждом доме, в каждой улице, в каждом селе и в каждом городе. Такие прерогативы были. И такие прерогативы есть. Да. И вот на сегодняшний день, я думаю, что придет время, когда мы будем осознавать, что Гагаузия – это наш дом, и мы должны здесь наводить порядок.
И-за граница нам никогда просто так не поможет. Но мы наблюдаем с 23 года следующую картину. Гагаузия просто изолировалась от всего того, чем живет страна. Это привело, как вы говорили, к тому, что экономически Гагаузия отстала, потому что только по поступлениям, говорил в нашей студии Александр Тарнавский, по тем поступлениям, которые приходили от доноров в наш регион, на 97% упали эти поступления по сравнению с 2023 годом. 97%. 97%. То есть это просто те суммы, которые сейчас поступили в первом квартале 2026 года, они смешны. Это где-то 28 тысяч лев, тогда как приходили огромнейшие суммы. С другой стороны, Молдова уже идет по интеграционному пути, будет скоро открыт первый кластер. Гагаузия не включается ни в один проект. Это дальнейшее усугубление той ситуации, в которой находится Гагаузия. Как вы оцениваете, жители, наверное, не видят эту картину, а как вы оцениваете эту ситуацию и к чему это может привести Гагаузию? Уже привела, и уже мы будем пожинать эти последствия как минимум на 5-10 лет вперед. В политике любое неправильное решение имеет последствия как минимум на 5-10 лет вперед. Мы еще будем пожинать плоды. Что касается экономических вопросов, Гагаузия не только в экономической жизни не хочет участвовать, и не участвует в том числе в инвестиционной политике. Гагаузия не участвует в политической жизни Республики Молдова. Гагаузия не участвует в правовой жизни. Законы меняются, общественные отношения меняются, в Гагаузии, естественно, ничего не меняется. Поэтому и мы не просто отстали, а мы будем иметь соответствующие последствия на многие-многие года вперед. И самое обидное, что мы все несем ответственность перед будущим поколением. Давайте поговорим еще о том, мы говорим о гражданском обществе, в первой части говорили, да, давайте поговорим о примарском корпусе, как об элементе, который некогда, год назад как минимум, понял, даже чуть раньше примары поняли, что местные региональные власти ничем им не помогают, и они начали активно сотрудничать с Кишиневым, как минимум с официальным Кишиневым, с правительством Республики Молдова, для того, чтобы развивать свои села и участвовать в тех проектах, которые для них доступны, и привлекать деньги для развития своих населенных пунктов. Мы помним, что полгода назад активное было обсуждение, и депутаты Народного собрания Гагаузии, даже те, которые сейчас управляют Гагаузской автономией, называли примаров предателями, что вы пошли там на сговор какой-то с Кишиневым, вы не знаете что. То есть получается, что теми проблемами, о которых только что говорила Лена Федоровна, и вы подтверждаете, да, что нет никакого экономического развития, политического развития, этими проблемами не занимались внутри своей гагаузской автономии. Одна ветвь власти обвиняет другую ветвь власти. То есть не говорит ли это о полной деградации? И почему сейчас фокус этих управленцев уже не направлен на примаров? Как вы думаете? Они уже отстали от примаров? Либо примары отбились? Как это понять? Дело в том, что примары, наверное, многие осознали, что местному сообществу гарантируется такая же автономия, как и любой административно-территориальной единице. На территории Молдовы. Да. В каждому селу, каждому городу гарантируются принципы автономии, которые закреплены в статье 109 Конституции Республики Молдова. И примары многие осознали, что власть не просто должна быть разделена, власть должна взаимодействовать. У нас власть разделена и по горизонтали, и по вертикали, центральной, местной, и по, естественно, горизонтали, законодательной, исполнительной, судебной. Но все эти ветви власти должны взаимодействовать в контексте осуществления единой государственной власти. Политики. Да. Поэтому в этом плане, может быть, изначально были какие-то обиды, но с другой стороны, те же самые примары объяснили, что многие вопросы, которые мы разрешаем на сегодняшний день, мы разрешаем за счет тех финансовых ресурсов, которые поступают нам не из регионального бюджета, а из центрального бюджета, из инвестиционных каких-то проектов и так далее. И примары понимают, что село, город можно развивать, если активно участвовать в экономической, политической и правовой жизни. А можно ли ожидать, что после того, как было сорвано заседание 2 июня, примары поговорят с депутатами, которые представляют их населенные пункты, попытаются убедить в том, что есть необходимость прийти на заседание, когда будет еще вновь рассматриваться этот вопрос, и прийти к компромиссу? Примары – это представители
так скажем, местных Органов сообществ. власти. Да. И, естественно, региональные власти – это региональные власти. Местные власти не могут диктовать региональным властям. Диктовать не могут. Но я думаю, что в любом случае и примары, и представители региональной власти являются жителями Гагаузии и несут одинаковую ответственность перед будущими поколениями. Они должны в условиях договора определиться, что если на сегодняшний день есть возможность, институциональная возможность, правовая возможность разрешить эту проблемную ситуацию, лучше разрешить за счет договоров, а не судов и так далее. Чуточку выше вы говорили о том, что не надо думать о том, что нет новых, готовых для выдвижения лиц в депутаты Народного собрания Гагаузии. Я хочу сейчас повести разговор. Я уверена, что эти люди есть. Я уверена, что в Гагаузии достаточно таких людей, которые могли бы быть достойными кандидатами. Тут очень важно, чтобы избиратели очень ответственно подошли к выбору, потому что Народное собрание Гагаузии – это и есть то, что мы из себя представляем. То есть мы их избирали, их никто другой не избирал. Если человек за 15 лет не предложил ни одной законодательной инициативы, этого человека 16 лет депутатом избирали жители одного села. И если Гагаузия не выиграла, потому что депутат от этого округа ничего не сделал, и таких депутатов наберется 20, допустим, то, значит, мы их избирали. Они сами туда не пришли, в депутатские кресла не заняли. Я хочу поговорить сейчас о возможных башканских выборах, потому что вы говорите, что с 28 числа уже понятно, что должна стартовать башканская кампания. Ну, надо организовать, не стартовать, а надо организовать выборы Башкана для того, чтобы за 3 месяца уложиться по этому сроку и представить народу нового Башкана. Правильно? Да. Понятное дело, что это сейчас совсем свежая информация. Но давайте, вы знаете, хочется поговорить о том, идет жизнь государства. И так или иначе, на протяжении всех политических, каких-то других баталий внутри государства, внутри автономии в данном случае, всегда выявляются какие-то лидеры, да, которые, этот человек мог бы быть будущим Башканом, или вот этот мог бы, а у вот этого, наверное, есть какие-то амбиции. Скажите, пожалуйста, какие имена можете вы сегодня назвать как имена, которые, почему нет, может быть, это могут быть кандидаты в Башканы? Те, которые хотят уже. Вот вам, как кажется, кто мог бы достойно? Или кто хочет, быть. да. Да, кто мог бы быть. Или кто хочет, если их видно. Уже кто-то даже делает такие намеки. Кто хочет, видно, да. Кто хочет, это госпожа Кюксал. Иванна Кюксал. Да, госпожа Кюксал. Да, Казаклия. Да, Федор Гагаус, экс-депутат. Я думаю, что он тоже проявляет, достаточно. На башканскую, вы думаете, да? Не может же он, депутат парламента, Совершенно прийти правильно. баллотироваться? Ирина Федоровна, естественно, я думаю, что... Но она объявила, что пока это не есть ее приоритет. Пока. И, естественно, есть и другие, допустим, желающие, это могут быть примары муниципиев, допустим. Не видна активность Григория Узун, который в прошлый раз активно участвовал. Да, Григорий Узун, депутат парламента, и я думаю, что он определился уже, кем он тише воды, ниже хочет травы. стать, Да. Есть желающие, есть люди, которые, может быть, еще думают, но в Гагаузии достаточно достойных людей, которые могут возглавить региональную власть, которые могут стать главой Гагаузии. А вот кто они, на ваш взгляд? Вот достаточно таких. Кто они? Я считаю, что это должны быть жители, которые проживают на территории Гагаузии, родились на территории Гагаузии, переживают за Гагаузию и хотят что-то сделать для Гагаузии. Хорошее. Скажите, а не может ли именно такие люди должны возглавить регион? А нет ли риска, что вновь в Гагаузии будет представлена какая-то фигура, и ее предложат неожиданно в Башканы, и Гагаузия вновь поведется на это? Есть ли такой риск, или уже такого риска нет? Если с той позиции, что в одну и ту же реку дважды не заходят, или ошпарившись на воде, может быть, на молоке. Такой сценарий, именно такой сценарий не пройдет, скорее всего. Не исключено, что ожидания людей будут одни, а в конечном итоге будем иметь немножко другой результат. Может быть и такое. Но если граждане, которые проживают на территории Гагаузии, осознали те ошибки, которые были допущены, и на самом деле будут осознанно участвовать на выборах, у нас иногда говорят «голосуйте сердцем», но я всегда говорю «голосуйте и разумом» тоже. Соедините разум с сердцем. Да. Если люди будут голосовать разумом, я думаю, что мы сможем выбрать достойных людей и в Народное собрание Гагаузии,
и в Башкана-Гагаузии. А как вы думаете, нет амбиций у господина Фармузала, или почему вообще? Вообще очень интересная фигура, да? Он появляется периодически как... Я не буду акцентировать внимание на вечных кандидатов. Не в плане фамилии Фармузала, допустим, там. Не исключено, что найдутся те люди, которые все вечные время кандидаты участвовали. Это уже хорошая формулировка. Да, и для будут Гагаузии. участвовать. Я имею в виду тех людей, которые уже проявляют определенную активность и, может быть, где-то впервые попробуют свои силы. И я думаю, что найдется такой человек, который на самом деле достойно будет возглавлять Гагаузии и будет... А еще очень, простите, пожалуйста, но коль мы говорим о выборах Башкана, и вы назвали первую кандидатуру, ну, первое имя, которое вы назвали, Иван Кёксал, способна будет Гагаузия голосовать в 4-й раз, потому что трижды уже голосовала за женщин Башкана, способна будет Гагаузия после всего, что произошло, голосовать за женщину Башкана? Ну, я думаю, что в Гагаузии нет такой риторики, что женщины не должны больше возглавлять власть. Как-то называли нас патриархальным обществом, а мы уже три раза выбрали женщину Это Башкана. может быть с точки зрения юмора, может быть, где-то обсуждались, может быть, за стаканом вина. Но с точки зрения политических технологий, я думаю, что такого вопроса не должно быть. Мы говорим сейчас о Башкане, о кандидатах и так далее, но мы понимаем, что вся эта ситуация вновь сводится к тому, что у нас нет избирательной комиссии, которая могла бы провести эти выборы. Да, что можем говорить Народного о чем собрания угодно. Гагаузии, что депутатов что у Башкана Гагаузии. Но я думаю, что у всех в Гагаузии, в первую очередь у тех, кто сегодня находится в Народном собрании Гагаузии в исполкоме, есть полное понимание, что сегодня провести выборы можно только в том случае, когда будет найден компромисс между Камратом и Кишиневым. То есть люди это прекрасно понимают в автономии. Почему они идут на этот шаг, понимая, что за этим шагом ничего нет, пустота? Да, может быть, многие понимают, что без легитимного избирательного органа Гагаузии нельзя будет организовать ни выборы Народного собрания Гагаузии, ни Башкана Гагаузии. Но, тем не менее, вот эта кризисная ситуация, возможно, выгодна тем людям, которые сидят на позиции ИО. Да. Сколько можно сидеть Где-то когда-то ИО? у себя в биографии напишут, что Я был возглавляли ИО. возглавляли ситуацию в Гагаузии, и, тем не менее, будет для истории, может быть. Ну, мне кажется, может уже даже быть. стыдно, что говорят о том, что ты держишься за это кресло ИО. Об этом говорят, ну и человек не воспринимает эти слова лично к себе. Люди, которые осознают, им Вы стыдно, говорите а о люди, категории которые не совестливых осознают, я людей. думаю, что им, да, не вот. Говорить о категории совестливых Да, людей и да. видеть этих людей, которые наглым образом продолжают отстаивать свое право еще на день, на два, на месяц задержаться на этой должности, это, конечно... Вы знаете, о чем подумала в свете обсуждения ЦИК? Вот эта ситуация, которая развернулась, а потому каким должен быть ЦИК, то его расформировали, то его собрали, то избрали членов, то этих членов не смогли утвердить, то они должны пройти комиссию. А будут ли желающие пойти и стать членом Центральной избирательной комиссии после вот такого позорного, бесконечного обсуждения вообще этой темы ЦИК-ЦИС Гагаузии? Если речь пойдет о легитимном избирательном органе, то найдутся желающие. Найдутся. Я думаю, Если что это не будет Гагаузии игрушка в есть. чьих-то руках. Да. Есть люди, которые готовы будут брать на себя соответствующую ответственность. Самое главное, чтобы мы не просто сформировали легитимный избирательный орган, но согласились организовать выборы на основе принципов и норм избирательного права, а не на основе каких-то понятий или лозунгов. Давайте подытожим эту дискуссию и попробуем сделать... Давайте будем дополнять друг друга, но вот я предлагаю назвать то, что на данный момент имеет место быть в жизни гагаузской автономии. Деградация управления, управленческого аппарата, назовем это так, деградация управленческого аппарата гагаузской автономии. Есть? Есть. Есть. Потеря имиджа гагаузской автономии как автономии, которая развивается и в которой проживают гагаузы, и они развивают свой язык, сохраняют, и это вызывает огромные интересы туристов международных стран. Мы потеряли этот имидж. Да. У гагаузской автономии впервые все первые лица осуждены, имеют сроки, и это уголовное наказание. Это впервые, и это огромный минус для позиционирования себя как автономии, которая живет по каким-то законам. Электоральная коррупция
крепко-накрепко, как никогда, имело место быть на последних выборах Башкана, и это тоже впервые, и это тоже позорно, так? Так. Да. Что еще можем сюда перечислить? Ну, наверное, мы уже говорили, что спад экономического развития региона, это нужно обязательно То есть отметить. потеряла 1 миллиард Гагаузия как минимум из-за из тех возможных инвестиционных проектов, которые могли бы быть, если бы управление Гагаузской автономии не было бы вовлечено вот в эти всякие схемы. Деградация политических Да, сил. и вот мы И вот с вами смотрите, как-то говорили почему- о правосубъектности. Гагаузия может потерять и правосубъектность в той части, что А если... вот это раскройте, пожалуйста. Да, Может в той потерять части, что- правосубъектность. Если внутри Гагаузии мы не будем дорожить той правосубъектностью, то есть той автономией, Которая которую есть. нам дали, вот, именно ту автономию, которую нам дали. Естественно, если мы сами не будем защищать, то вместо нас, может быть, извне кто-то это сделает, но я сомневаюсь. И самое главное, как в той песне, чтобы мы не теряли себя. Ну вот мы Да. посчитали с вами 6, но это, наверное, только первые 6, Да, которые тут- мы быстро да, тут да. На плаву. сформировали. Да, которые лежат на плаву, их не заметить невозможно. Но вот смотрите, а если мы попробуем сейчас найти, а что объективно правильного, оптимистичного, главного сделано и что отличает жизнь Гагаузской автономии за последние 2-3 года? Ну, я думаю, что на ошибках учатся, намного дешевле учиться на чужих ошибках, но жители Гагаузии на своих ошибках, да. Я думаю, что научились, что вот давать определенные данные, нажимать на разные кнопочки крайне нежелательно, да, потому что мы имеем сейчас дело с обычным мошенничеством, но есть такое понятие, как и политическое мошенничество, да. Мне Когда- кажется, мы уже в это вошли и Да, полным да, да, ходом да. И вот политическое мошенничество если, работает. если люди осознали на своих ошибках, что вот лучше не иметь дела с политическими мошенниками, обычными мошенниками, то им намного дешевле и намного спокойнее будет. И, естественно, в этих условиях, я думаю, что намного легче будет нашим жителям объяснить о том, что дешевле демократических выборов, естественно, ничего нет. То есть вы Если мы положительно будем иметь, смотрите. да, опять дело с на будущее. имитацией демократических выборов, если мы будем опять иметь дело с грязными технологиями, включая электоральную коррупцию, мы будем пожинать такие же плоды. И, скорее всего, что будем скатываться дальше, куда только возможно. И Во всех самое главное для процессах. Гагаузии, все-таки мы должны собраться и для себя решить. Наше дерево свободы должно быть посажено нашими же руками. То есть вы хотите сказать, что все будущее Гагаузии зависит от каждого Совершенно жителя правильно, нашего да. региона и от того решения, которое он будет принимать тогда, когда наконец-то все-таки будут организованы те Объявлены. выборы, которые Да. должны были уже пройти выборы депутатов Народного собрания в ноябре 2025 года, а выборы Башкана уже в соответствии с законом. Итак, такой общий вывод. Пока, с одной стороны, мы все, жители Гагаузской автономии, ждем, когда депутаты займутся на самом деле делом и назначат дату выборов и организуют выборный процесс, мы, граждане, которые пойдем потом и будем избирать, должны очень хорошо за это время думать, анализировать и приводить себя к нужным выводам для того, чтобы Гагаузская автономия получила лучшее руководство у руля. Да, Автономия. Родина как никогда в опасности, поэтому надо думать о Родине в первую очередь. И самое главное, что мы родились на этой земле, живем на этой земле, И и нам не исключено, решать. что останемся на этой земле. Хотелось бы остаться и жить. Да. Спасибо вам Спасибо огромное вам. за ваши мысли. И будем приглашать вас еще в студию, потому что очень сложно найти в Гагаузской автономии людей, которые могут объективно, беспристрастно посмотреть с юридической точки зрения на все процессы. А как мы видим, в последнее время у нас процессы либо юридические, либо политические. Вот. Спасибо вам. Спасибо и вам. Друзья, вот такой получилась дискуссия сегодня с Игорем Янак. Мы говорили о том, что происходит в Гагаузской автономии, и подвели себя к выводу, повторюсь, пока назначается дата выборов и организовываются выборы, а это непременно случится, нам, гражданскому обществу, нужно быть готовыми
анализировать ситуацию настолько хорошо, чтобы не ошибиться в выборе, потому что депутаты Народного собрания Гагаузии и Башкан – это первые лица, которые представляют гагаузскую автономию и решают то, как будет жить эта автономия, а в ней живем мы с вами. Мы, Елена Карамид и Екатерина Жекова, говорим спасибо, что вы были с нами, досмотрели эту дискуссию, и теперь только попросим вас поделиться этой ссылкой вашими друзьями. Пусть они тоже посмотрят, и пусть единомышленников станет больше. Это так важно и для гагаузской автономии, и для нашей Молдовы. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.